Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен, мой постоянный соведущий Семен Тарбахов. И к нам сегодня в гости пришла руководитель ансамбля русской песни «Ивушки» Попова Тамара Михайловна. Тамара Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, познакомьтесь с Семеном. Да. Я хочу начать нашу передачу неожиданность прямо с песни, да, но все-таки нет. Да, учитывая, что у нас кулинарный концепт, с чем вы к нам сегодня пожаловали, что будете готовить? Я приготовила рыбный пирог, начинку. Угу. Рыбный пирог будет? Рыбный пирог, да, из красной рыбы, потому что моя семья как-то предпочитает красную рыбу. Здесь у меня приготовлен кижич, уже замаринованный. Да, потому что на передаче она всего 45 минут, да. И мы не уложимся в это время. Да, поэтому я уже приготовила, потому что рыба должна настояться. А как вы это делаете? Здесь, значит, разделываю рыбу, вот, кусочек, значит, от костей отделяю. И потом, филируете? Да, потом вот смотрите, нарезаю вот тоненько и снимаю ее, понимаете? Вот, вот она. Так. С кожицы снимаю. Довольно у вас профессионально получается. Да. Но, понимаете, ее нужно подмороженную, потому что я пока подморозила, она... У меня немножко острый, там скорость да. режет. И вот такую рыбку. Сколько времени вы это... Я так понял, это с луком же, да? Это уже с луком, да. Соль, перец, да? Здесь лук, соль, перец, да. Растительное масло и... Капельки. Вот ставим, но она должна, ну, как замариноваться. Грубо говоря, ночь постоять. Да. Из-за этого вот тут... Ну, я просто показала, как разделываю рыбку, да? Тамара Михайловна, я так думаю, глупо будет спрашивать у вас, любите ли вы готовить. Я уверен, что вы это любите, умеете. А почему именно выбор остановили на этом блюде? Это, видимо, к Новому году или да, что-то? Этот рыбный пирог, он символ здоровой пищи, понимаете? Сейчас, модно говорить, там, правильное питание, омега-жиры, рыба обязательно. Рыба, это все натуральное, понимаете? Все натуральное. А то дети привыкли уже всякие разные чипсы, всякие разные бутерброды, а я предпочитаю вот рыбный пирог. Все натуральное? Да, все натуральное. И на каждый праздник рыбный пирог у меня на столе. Тоже такой провокационный вопрос. А всю дорогу у вас так было? Либо вы в последнее время, следуя модным тенденциям, сейчас же там вот это нельзя, соль белой смерти, сахар нельзя? Нет. Все время так питались? Да, все время так. Ага. Ну хорошо, давайте приступать и... Да. У нас заранее заготовлено тесто. Да. Можете немножко о нем рассказать? Сейчас. Давайте я открою. Тесто я заготавливаю, в общем, 200 грамм масла сливочного, так размять просто. Потом 200 грамм сметаны, потом 600 грамм муки, 2 яйца. Это все перемешиваем, но в муку я добавляю соду. Пол чайной ложечки, потому что сильно много нельзя, потому что пирог рыбный, когда он выпекается, чтобы он не поднимался, и вот я... И без дрожжей, я так полагаю? Без дрожжевое. Без дрожжей. Да. Как называется? Пресное тесто, да? Или... Это... Чуть-чуть или нет? Как называется? Это типа как сдобное. Сдобное? Да. Сдобное. Не сдобное. Не сдобное. Не сдобное. Так, мы чуть-чуть запутались. Пресное такое. Чуть-чуть пресное получается. Ну хорошо, продолжайте, да, начинайте, продолжайте, да. А у меня первый вопрос. Все-таки вам нужно будет рассказать немножко о себе, да. Как ваша трудовая деятельность, и вот мы, шутя, эту рубрику называем «Как я дошла до жизни такой». Да. Ну, я сама с 1950 года, и после 8 класса, потому что семья большая была, и мне пришлось поступить в училище, профтехучилище на повара. И по окончании в 1967 году я окончила уже профтехучилище и работала в ресторане «Лена».
А в ресторане Лена я вот работала Который прямо на проспекте. Да, да, да. Ух ты. И он Я, тогда уже был. да, и там, значит, меня поставили в холодный цех. Холодный цех. А вы знаете, что в холодном цехе сперва идет холодная закуска? Да, ну конечно. Да. И я когда приходила, там меню невозможное, там и рыба заливная, и салат мясной. А на салат мясной надо было приготовить, и картошку отварить, и мясо отварить. Ну, вы же знаете, как... Все ингредиенты, Все, да. Ну. И вот, значит, майонез. которого не было. Которого не было. Застой, дефицит. Да. И мы, значит, вручную делали, как продуктов вообще яиц не было, да? Яиц даже не было? Да, да. И я делала заваруху, муку заваривала. Муку заваривала, значит, и потом, значит, в теплой воде яичный порошок замачивала. Он назывался меланж. Потом, значит, когда набухал, я вот все это перемешивала в эту заваруху, а потом клала горчицу и все вручную. Такие венички были огромные, и взбивала. Потому что и миксеров не было, наверное. Да, не было. И, значит, Как жили, как говорится, да? Как раньше жили. тонкой струйкой вливали Растительное масло. растительное масло. Ага. И так, чтобы взбивать, чтобы не отслоился майонез. Мгм. И потом уже соль, сахар и заправляла рассолом огуречным. Мгм. И майонез на славу был. Чудо был прямо майонез. Он прямо Ну да, такой... нет, ну, реально, как сейчас можно сказать, натуральный, да? Ну, то есть вот приготовленный. Это натуральный был. Ну да. А да. сейчас мне неизвестно, майонез постольку стоит. Да есть что. Да. Вроде как мазик, да. Так, Ясен. Вот мы такие тесто дела. делим на две части, да? Да, не на две части, а нижняя больше. Нижний. Давайте тогда вот так оставим. Да, верхний. давайте, ага. Вот так, да? Да, да, да. Это у нас будет верхушка, да? Это верхушка. Или ага. мало? Хватит, хватит. Хватит, да? Это мы раскатываем Раскатываем. все в Мгм. один так Да. называемый блин, да? Да, 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 да. Хорошо. Так, чтобы на края побольше, чтобы это. А Накрыть- потом накрыть- мы на- закрываем накрыть, и да? защипываем, да. А какое ваше вообще фирменное блюдо? У вас есть такое? Фирменное блюдо. А у меня все фирменные. И А. пельмени, и чебуреки, Ну. и все считаю это. Что душа пожелает, то и готовим. Мгм. Что по заказу семья попросит, то и готовлю. Ага, а что сами тетя, что любите больше всего? Вот рыбный пирог. Именно рыбный пирог. Ну вот и как раз и попробуем фирменный пирог от Да. Тамары Михайловны. Так, и дальше всю жизнь ваша была с чем связана? Тогда, получается, с кулинарией или нет? всё-таки? Нет, после окончания, у меня в 70-м году дочь родилась, и мне пришлось уйти с ресторана Лены. И работала я в стоматологической поликлинике, потом, значит, поработала там, а потом перешла в Сахателеком. И всю жизнь я когда мне исполнилось 52 года, и на я пенсию, ушла на на пенсию. пенсию, да. Мгм. И уже на пенсию ушла, ну что дома сидеть? Пошла подрабатывать, работала поваром. И в 21-й школе работала, и в садике работала. В 21-й школе я работала. Всем привет в 21-й школе. Кто меня видит, Немножко поле чудес. Да-да, можно. кто меня видит, кто меня слышит. Ага. И очень было там, представляете, чтобы накормить детей. Ну Они да. же как бегут сразу. И вот все готовила и кормила их, ребятишек. То есть у вас готовка вообще, ну, прямо вот в Да, душе, супер. Супер, да. Супер. Слушайте, а как вот творчество все-таки появилось, да, возвращаясь уже к ансамблю вашему? Да, к ансамблю. Но я всю дорогу как-то участвовала везде. И на телеграфе я работала, в самодеятельности участвовала. Везде. А в школе, в школьные года, я там вообще лидер была. Мгм. Ну, то есть это уже какое-то такое Да, наследственное? это И с семья, детства. наверное, поющая была? Нет, это с детства. С детства? Привито с детства. Ага. Потому что в школе То есть везде специально участвовали. заставляли там, ну вот, девочку на стульчик ставили, и вы сразу там и Да, 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 да. исполняли, Вот да? почти что так получается. Круто, Ага. да. Да, Ага. да, да. То есть всю дорогу пили? Специально Щас не я учили? по- Ага, так. Еще нужно, да? Нет.
надо ровненько, чтобы это по листу, понимаете? Сейчас. Прямоугольник правильной формы, да, хотите сделать? Да, у меня специально такая доска есть, которая прямо раскатываешь и не это. И вот не люблю такие скалки, которые крутятся. Я люблю скалка, чтобы... Ну, всегда все свое лучше. Ну, Да. к тому, чем руки привыкли, и к тому и сам привык, да. Поэтому же говорят же Да, повара, да. которые шефы приходят в другую кухню, ну, могут сначала немножко потеряться. Ну, чуть-чуть неудобно, да. Привык и привык, ну что делать-то? Ну, у нас такие. Время адаптации. Время адаптации, да. Плита да. по-другому греет, ножи не так режут. Да. Скалка какая-то крутящаяся. сядьте. Вот И я... какой-то еще чувак рядом стоит. Не говорите. Мешает. Так, теперь лист можно смазать Масло. растительным маслом. Ага. Пару капель, да? А это растительное масло? Да, это растительное. Я было подумал о другом, ну ладно, это Что-то Нет, растительное хватит? масло. все хватит, ага. Много не надо. Чтоб не прилипло, я так полагаю. Да. Потому что я уже привыкла, как бы у меня все по другой. Свои доски, своя скалка. Ну, да. Ага. Ну, немножко потерпеть и ничего страшного. Я думаю, у нас все получится. В принципе, у нас уже все получается. Сейчас, секунду, давайте я еще Края. края бачочки я протеру. Семен очень тщательный и дотошный человек. Ну да. Да, это же можно поближе, да, Семен? Ага, Давайте сюда вот. Да, вот сюда. Поставьте Да, пока. чтобы... Мы Да, пройдемте, раскатывайте. а вы разлаживаете. Итак, возвращаясь к нашему разговору. Мгм, Да, давайте. мы готовим, но не забываем, все-таки у нас передача Да, вкусно. о вас, да. Вот. Всю дорогу вы пели, и... Да, говорите. Ну, я спрашиваю, да, как вы пришли в ансамбль? Я пришла в ансамбль просто в промышленном округе, как бы у нас там репетиция была, ну я просто заглянула, поет. А как вы узнали? Ну, то есть мимо проходили, кто-то потому что поет. я сама с промышленного округа, ну, пришла по каким-то вопросам, решить вопросы. А тут И поют. услышала, да, что поют. Я открыла, говорю, ой, а можно я послушаю? Ну, и села, начала слушать, а потом подпевать. Мгм. Ну, и меня приняли. Сказали, а не желаете ли? Да. У нас руководитель была Демина Нелли Васильевна, и она меня пригласила в ансамбль. И с тех пор я в 2011 года я пришла в ансамбль. И до сих пор я вот в ансамбле, в 2015 году я стала руководителем, и до сих пор я у меня... Являетесь. Да, руководитель А ансамбля. по какому принципу, ну вот, в ансамбль людей отбирают? Сколько у вас народу вообще? 12 человек у нас в ансамбле, и, ну, те, которые хотят петь, поют. Ну, и там у нас руководитель, вот Нелли Васильевна была, она поставила голоса, ну, у меня как первый голос, и... То есть это был человек специально с музыкальным образованием? Нет, получается? Нет, у да? нас в ансамбле ни у кого музыкального образования нет, мы просто поем. Ух ты! Ну, яркий пример того, что вот реально Ой, все. то, что называется народное пение, Так. да? Да, Ну, обычно же, ну как, ровненько. люди специально учатся, в музучилище, 5 лет, там, сольфеджио, нотную грамоту. Нету, у нас ничего нету такого. Ой. Поете и поете. Поем и поем. Как говорится, душа поет. Да, душа поет. Как поем, как слышим песню. Давайте я подрежу. Поем от души. Мгм. Понимаете?
Стараюсь понять, да. Потому Да. что, когда я пою от души, мне говорят, пожалуйста, прекрати, пожалуйста, прекрати. Ну, видите, у всех людей души, значит, по-разному поют, Да, 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 да. видимо, да? Так, Не, ага. ну все равно же, кроме шуток, ну, нужен же какой-то талант, я не знаю, ну, Ну, талант, я не знаю, слух музыкальный. ну вот, наверное, у меня есть слух, раз я пою. Вам просто повезло, либо, не, ну, либо, как вы считаете, вообще человека можно научить от того человека, который, ну, вот, допустим, меня? Но если у вас слуха нет, вы Все? не сможете, наверное, петь. Ну, это я был другого мнения, ну ладно. Обязательно слух и голос должен, понимаете? У Но некоторых, голос есть у всех. у некоторых ну, плохой, слух но есть, да, а голоса нет. А. Слух есть. Вот Да. слышит песню, да, хочет запеть, да, Ага. а не получается. Ну. Понимаете? А вот здесь я как-то... Тут я готов поспорить с вами, да? Как Ну, это? Да, ну голос есть у всех. Люди же все же говорят. А, ну, конечно. Ну, голос, да, но Да. плохой какой-то, ну, может, я не знаю, не музыкальный там. Бывают же голоса, которые, ну, просто как будто из вода льется. Да, 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 приятно, да, да. журчит реально, да. А бывают голоса, которые говорят реально, ну, скорее всего, в моем случае, говорят, ну, заткнись, пожалуйста. Да, ну, Нет, так прекращай. нельзя, так некрасиво, что... Ну, я говорю что же, ты поэтому прямо- мне говорят, пожалуйста. Пожалуйста, помолчи, да? Помолчи, Лучше. пожалуйста, говорит. Либо, говорит, мы тебя, ну ладно. Рот просто- В другой комнате, говорит, или в душе пей. Да. Пой, в душе пой. говорит. Да, Или да, да, в да, душе, да, да. В душе пой, да. Ага. Но просто я считал, что каждого человека можно научить, вот, ну, хоть бы как-то, ну, пусть не на сцене, как бы, да, Нет. а где-то сносно спеть. Кто не умеет петь, у кого нет таланта, он никогда не сможет спеть. От черт побери. Ну ладно, ну ладно. Да, да, да. Но я все равно буду первым, наверное, человеком, который не имеет никакого таланта, но сумел спеть. Так, первый слой. Да. Первый слой рис. Рис. Теперь мы ложим рыбку. Вот смотрите, какая рыбка красивая. Она Да. вот замариновалась у меня. Видите как? Ну, это Прямо. то, что вы мне вчера давали же пробовать. Да, это да, показали, да, да, Я вчера специально ходил познакомиться с Тамарой Михайловной в гости, Да. погостил, рыбку поел. Очень, очень вкусно. Я готов был это вот так съесть, без пирога. Да, попробуйте, пожалуйста. Не-не, ну, как бы не будем перед батьки лезть. Пусть приготовится уже все. Да, 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 да. И потом уже спокойно. О, обильно. Очень много рыбы. Да, да. Красная рыба. Богата витаминами, омега-жирами полезными. Да, это вот омега, натуральная омега От всего помогает. от всего. Для всего. Потому что некоторые делают из консерв, а я это не предпочитаю. Ну да, если есть Лучше возможность, то, конечно, это свежая рыба, Да, 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 да. тем более вот такая. Она и Ну, сейчас, выглядит, и сейчас же вкусно. вы знаете, что рыба вот идет иногда, как у нас, зараженная. Ну, А вот эта красная рыба, она очень такая, что мы не боимся ее брать и делать пироги из нее. ну, с другой Так, стороны, и можно сюда, подождите, и сюда можно еще где-то маслица у нас Вон, было. слева. Ага. маслице, ножичек, да? Да, 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 да. Аккуратно. Мгм. Это сливочное масло. Сливочное масло можно прямо Это положить. прямо вот так для вкуса Да, добавлять, Истинный да? француз, да? Да, 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 да. Побольше сливочного масла. Побольше, побольше. Не жалейте Это масла. тоже натурально. Да. Побольше. Потому что кашу маслом, говорит, не испортишь. Правильно? Да, пирог маслом не испортишь. И пирог. Нет, вообще говорят, такая пословица есть. Да, Да. кашу маслом не испортишь, да, я это тоже знаю. Ага. И- Накрываем слоем сверху Мгм. и вот защипываем мы. Аккуратно. Ну она должно вот плотно закрыться. Ну, Да, максимально плотно, да? защипываем, да, защипываем, все вот так. И в духовку. Духовка у нас нагретая уже? Сейчас, Семен? подождите, я еще красиво Ну, уйдем сделаем. чуть-чуть вперед. Мы духовку уже на маленькой паузе разогрели до 200 градусов. Мгм, Да. Она у нас готовая, стоит, Да. ждет. Как говорят, раскочегаренная.
Раскочегаренная. Да. Ну, правильно. Температуру набрала и ждет своего пирога, как говорится. Да, мы пирог это заложим, ну ставим и на минут- вернемся к нашим На разговорам. минут 10-15. Мы, значит, и пирог выпекаем где-то минут 25, 25, да? нет, подождите, минут 40. Минут Ну, 40. там посмотрим, как Хорошо. это. Потому что каждая духовка, она по-своему печет, понимаете? Или режим горячий сырым не бывает. Да, да, да. Нет, нет, она нет, я хорошо пошутил. должна пропечься Рис, хорошо. кстати, у нас уже заранее отварной. Да, рис отварной. Рыбу можно так кушать, я вчера уже пробовал. Рис беру круглозерный краснодарский. И в кипящую воду, вода кипит, кладу соли, а потом, значит, Буквально на 15 минут, рис да? промытый в теплой воде. И 15 минут рис варится. Да. Потом сливаю и заправляю этим сливочным маслом, и все. Опять же маслом. Так. Да, сливочное масло. Ну, получается вообще красявка. Аккуратно. И вот это тесто, как я сказала уже, 600 грамм муки, 200 грамм сливочного масла, 200 грамм сметаны. Сметаны, вы говорили, да, и я запомнил. получается килограмм и 2 яйца. И получается, значит, Вот тут килограмм. Вилочкой ничего не протыкайте. ножом. Подождите, нет, я ножом делаю. Не бери- Вот так вот не бери делаем мы вперед, батьки. красиво, вот так вот ровненько делаем. Если чтобы- вдруг вилкой протыкаете, И- вот у меня вилка. И защипываем, Еще. да. Ну, чтобы еще. Защипываем край. Вы красиво прямо делаете, как Да. манты лепят. Ну, ой. И, по-моему, уже сверху что-то там вот так Щас. замазывают, да? Подождите. Мы не какие-то мы неторопливые. Да. Семена. Мы, значит, вот так А вы его все с чувством, с луком, расстановкой. защипываем. Очень красиво. А почему защипываем? Чтобы он не раскрывался, понимаете? Да. Нет, это, кстати, популярный узор. Да. Вот также, если Как многие, говорится, это- наверное, телезрители узнают вот этот узор. Я, В пирожках-сандалах, который... да. Это как бы получается и красиво, и двойная защита. Да. Да. То есть вы же сначала просто вот так защипнули, а сейчас еще и провернули, и узор появился, и двойная защита. Вот красота. Вот пирожок Ну, вот такой давайте покажем. Вот, получается. вот. Ну, что там у нас вообще получилось? Легкие Потом надрезы. Легкие надрезы делаем, чтобы, Немного, Чтобы- да, чтобы, не потому это, что он Пару бурлит будет, да, Ага. как бы там масло топится, и оно сверху прямо так, такой сочный пирожочек Ну, с будет. рыба будет чуть-чуть воды отдавать, да, жидкости. Не воды, а Ну, сок. Сок. выделять, ну, да. как бы жидкости. И вот, я теперь мы неправильно смазываем сверху. Здесь у меня уже приготовлено яйцо. Так, желток отдельно. мы взбиваем и выразился. Да, вот это давайте уберем. взбиваем его и немножко молочка. Тут получается Чуть-чуть молочка. масло и чуть-чуть Нет. молока. Нет, масла нету. А, масла нет. Это просто А, желток вы сказали. желток. Желток и немножко молока. Да. И Мы вот смазываем. смазываем. Это перед отправкой в печь. Да, перед отправкой в печь. Откуда название? И какой? Ансамбля вашего. Ну, это у нас, когда были как бы посиделки, и решила Дюмина Нелли Васильевна, Тогдашняя руководительница? да, руководительница, как назвать ансамбль. Ну, там было очень много как названий, ну и решили назвать Ивушка. 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 А из каких еще названий были, может быть, там? Ну, я даже сейчас не могу сказать, потому что там, ну, В разные варианты. были разные Ну, а варианты. часто же говорят, как корабль назовешь, так он и... Да. Так вот у нас и получился ансамбль Ивушка.
А в честь чего это? Ну, это ивушки, Понравилось. ивушки зеленые. Ага. Так что эта ивушка, она как бы молодая и такая, ну, ивушки, Я помню, ивушки это, зеленые. по-моему, бриллиантовой руке были плакучая ива. Ну, можно и сказать и Представь. плакучая, и всяко разная эта ивушка. Ага. Мгм. Это такое доброе и... Нежное растение. Да, да, да. Да, а репертуар? И репертуар у нас все русские песни. Только русские, народные? Только русские народные, да. Ага. И мы поем, у нас гармонист был, мы пели очень много под гармонь. Но у нас он сейчас приболел, потому что ему 82 года. И у Вот, него... по которому вы рассказывали, который еще и Нет, танцует. Нет, нет, это другой, это да? у Это нас другой? тоже мужчина, 81 год ему, и он тоже и пляшет, и поет. Молодец, это Ну, не, ну, Басов. действительно, очуметь. Басов Михаил. А у нас Анатолий Акимов, он гармонист классный, и сейчас приболел, и мы поем в основном под Минусовка? минусовку. Ну то есть сейчас 21 век, можно взять Да, мы музыку, ее находим. флешку поставили. Да, наши свои голоса мы поем Ага. своим голосом. Как часто вы репетируете? Это же все равно, ну, многоголосие одно дело, а другой один человек, да? И то вот у нас, например, передачи были разные исполнители, оперные, эстрадные. Да, все равно голоса распеваются каким-то образом, находят песню, передать образ песни. Ну, это вот все глубоко. А вы говорите, у вас ни у кого нету специального музыкального образования. Ну, мы Встали, поем, и душа спела. Да, мы поем, собираемся на репетиции. И очень часто мы выезжаем, у нас благотворительный ансамбль, и мы часто выезжаем, это как будто как репетиция у нас проходит. Нас везде, мы в этих выступаем в профилакториях, дома отдыхах, потом, значит, и в детдомах. И вот везде нас приглашают. Летом мы очень часто ходим в парк, там поем. И, На городских, наверное, мероприятиях. да, да, на городские городских, мероприятия. в церкви выступаем. Ну, вообще, все нас приглашают, потому что город нас, ДК Кулаковского молодцы, всегда нас приглашают. Мы там участвуем всегда и на всех мероприятиях. И когда выступают ансамбли, мы и им как бы поддерживаем их, и в летнее время тоже там проходят очень и танцы, и мы тоже участвуем. Тамара Михайловна, вы руководитель, да? Да. Сейчас опять такой немножко сложный, может быть, вопрос, как руководитель. Все равно вы репетируете, какую-то песню приняли для себя, начинаете репетировать, и кто как будет петь, все равно же нужно Да. же принять решение, что бывает у вас разногласия. Нет, Кто там первый голос, кто второй, говорит, тут я эту партию исполняю, и все нет, против. нет, у нас такого нет. У нас все свои партии знают. Ну, а кто распределяет эти партии? Ну, это идет от души, От души, да? да. А. Кто как слышит песню, так и поем. Ну, то есть разногласий не бывает? Нет, там нет, не бывает. Поете и все. Поем и все. Ну, как-то у вас все ладно, все так получается. Нет, ну действительно. Тамара Михайловна, я вижу у вас вот специальный такой костюм. Вы мне вчера об этом и рассказывали, да. Каким образом вот ваши... Это же прямо сценический наряд же, да? Да, этот наряд я приготовила сама, потому что этот наряд, этот кокошник у меня зима, костюм зима. Олицетворяет. Ну, то Да, есть... одеваю, да. И иногда как Снегурочка иду, иногда и вот зима, прямо у меня накидка такая вот есть, очень красивая. И у нас очень много костюмов в ансамбле, и каждому костюмы у нас кокошники очень красивые. Вы, наверное, видели, да? Вы мне вчера очень много показали, да. Да, да, да. Всевозможные, там у вас Да, прямо там на у нас серванте стояли. мы сделали последние у нас костюмы из платочные. У нас есть сарафаны, прямо такие, прямо украшения такие красивые. И уже к этому украшению у нас уже
и бижутерия одета под каждый Ну, под костюм. стиль, Да, под какой-то, и да. бусы под стиль у нас очень красивые. А кто это все подбирает? Вы же сами все это изготавливаете? Ну, то есть шьете? Ну, мы, прям так? например, нам помогают некоторые депутаты, как Слоик нам помог на костюмы один. И очень хорошо помогает Беженян, вы знаете, Артак Самвелович. Ага. И мы очень благодарны им. Мгм. Ну, то есть вы подбираете некий образ, ну, то есть вот для 12 человек же нужно, ну, Да, чтобы- нужно же и мы все каждому, одинаковые. да, одинаковые костюмы у нас. Мгм. А кто шьет? Вы сами же, по-моему? Ну, где-то сами, кокошники мы сами почти что же придумываем. Мгм. А где Украшения. берете образы? Ну, журналы где-то? Ну, вот Интернет? прямо вот В голове в рождается? голове. Как вот это захотели, так и сделали. М. Ага. Ну, потому что же все равно вот русский традиционный народный костюм, он же, ну, вот, свою Да, все равно стилистику. такую русские некую народные имеет. костюмы, мы уже в возрасте, и у нас должна покрытая всегда голова. Если Такие это требования самое, такие, да, некоторые костюмы русские, которые молодые, они просто одевают сверху, как бы. Ну, вот это и вот это. Нет, вот Платок. просто так, Ага. без платка. А мы уже одеваем, чтобы вот посмотрите, Вот все полностью покрытая голова должна. покрытая голова. А, эти требования. Вот я на передачу пришла, потому что у меня нет, чтобы повязать какой-то платок или что. Мне пришлось одеть вот эту корону красивую. Мгм. Потому вот- что праздник, скоро Новый год, да, и вот это вот сочетание, я считаю, что удела. Мгм. Ну вот действительно как Снегурочка. Да. Ну, Да. И все-таки возвращаясь к песне. Да. Наконец-то мы же услышим, как вы споете. Мгм. Ну, сейчас я исполню песню Что вы будете петь? «Как Ой. много девушек хороших». Прекрасно. Можно, да? Начинайте. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо сердцу, что ты умеешь так любить. Браво. Знаете, я еле удержался, чтобы не подпеть вам, скорее всего, бы испортил бы. Но все равно, вот как вы не учились специально петь и его так поете? Ну вот пою, как слышу эту песню, Да, душой. душой, да, действительно, ну, реально завораживает. И живой звук и все прочее. Ну вот где-то вот рождаются эти Да. волшебные звуки. Браво, да. Я Вам сама иногда вот пою, да, и не могу остановиться, и прямо слезы даже наворачиваются, потому что песню надо вот с Ну, душой. вибрации Да, души. да, На да, тонкой да. материи Да, какой-то. да. Вот. На тонких Может, еще какую-то песню? Ну, время у нас есть. время Подождем, есть? пока пирог. Сейчас я исполню вот моя самая любимая песня. Как взять себя в руки, скажите вы мне, женат на подруге, а ходит ко мне, придет и вздыхает, со мною побудь, и сил не хватает его оттолкнуть. Сама не могу я понять одного, зачем каждый вечер встречаю его. Мне больно и стыдно в душе перед ней, ни в чем не повинной подругой моей. Ничуть я не рада стоять на пути. Давно бы мне надо с дороги уйти, давно бы мне надо, а я не иду, чего-то все медлю, чего-то все жду.
Браво вообще. Браво. Прекрасная песня. И прекрасное исполнение, Тамара Михайловна. Поклон вам действительно такой. Клево вообще. Ага, так что вот такие дела. Да. Вот у нас все так хорошо поют в Все вот ансамбле. так поют. Да. Так, друзья, мы взяли паузу, и вот, смотрите, Семен Опа, уже нам осторожно, уже горячо. да, Наш принес пирог готов уже. горячий пирог. И что? Так, Готово у нас уже всё? Да, готовый пирог. Теперь я шеф-повару попрошу, чтобы он разрезал на Разрезал тарелочке и- и угостил. Сервировал, да? А ну, Семен свой нож берет, я Так, вы свой. начинаете обычно с половины, да? Давай. Можно, Есть? можно вот так. Есть какое-нибудь специальное правило, как резать? Есть Как какое-нибудь правило? Нет, нет. Как угодно можно, да? Да, таким. хрустящее тесто. А давайте на 3 куска и все. Давайте. Нас же трое. Да, да. Шутка. А вы красота. какой кусок вообще любите? Ну, вот как обычно я деградирует. аромат. Они везде равномерно рыба. Да? Там нету ни краев, ничего. Вот так показать, да, в разрезе? Нет, я это потом. Пробуйте. Вилочками надо кушать разве? Ну, Ну, Я вообще вот например, вот предлагаю немножко. вот так взять, прямо куском и... Ну что, приятного аппетита нам, давайте попробуем, что... Классика, Да. здорово. Сразу скажу, что я не такой большой любитель пирогов вообще рыбных, но очень вкусно. Да, да, да. да, Как? классно. По-домашнему вкусно. Вердикт шефа. Ну как, тесто отличное. Видно, что прям соки текут. Прям видно вот, да? И вкусно по-домашнему. На любой Ой. праздничный стол в обычной жизни, повседневно. Тем более, что у нас, да, новогодние праздники. Да. Я не знаю, когда эта передача будет выходить. Тем да, более ну, наши телезрители увидели сам рецепт, озвучивали уже, Да. как мы его приготовили нашим телезрителям. Как говорится, готовьте вместе с нами и с Тамарой Михайловной. Да, да, да. Да. Ну что, Тамара Михайловна, спасибо вам большое. Наша передача подходит к концу. Нам уже такие толстые намеки. И у нас такая добрая традиция, я вас предупреждал. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. У нас в городе Якутске 8 административных округов. Я им передаю большой привет. И поздравления ДК Кулаковского, всем работникам ДК Кулаковского большой привет. Пожелать хотим вам много, что всего не счесть, счастья самого большого, что на свете есть, чтобы вас не покидала радость никогда, а любовь сопровождала вашу жизнь всегда. Чистого неба, теплого хлеба, светлой воды и никакой беды. Да, Да. Тамара Михайловна, еще раз спасибо большое. Да. И у меня такой вопрос. Вот вы вообще суеверный человек, потому что у нас сегодня, я не знаю, когда передача наша будет выходить, последние съемки в этом году. Да, да, да. Нельзя говорят последние, заключительные съемки, да, финальные съемки. Вы вообще суеверный человек? Да, я суеверная. Я даже работала в Никольской церкви поваром. И меня вот в трапезной работала. И меня вот Рождество Христовое будет, да, 7 числа. И меня пригласили в церковь, чтобы я помогла приготовить очень вкусные питания. Мгм. Так, и еще один вопрос у меня все-таки остался. Поделитесь рецептом вашей молодости. Я же... Как сохранять в таком возрасте бодрость духа? Я и молодая была, и в возрасте. Я никогда не курила. И желаю, чтобы никто из молодых не курил и не пил. И не курить, не пить, и вот и все. Да. Ну, То есть то, что сейчас мы говорим часто ЗОЖ. да. Здоровый образ жизни. Курение – это вред здоровью. Лучше покушать вкусно, да? И чай с молоком, и так, И рыбные пироги. рыбный пирог. Так что вот такие дела. Здоровый образ жизни. Ну что ж, друзья, а я еще раз скажу, что у нас сегодня была в гостях руководитель ансамбля русской песни «Ивушка»
Попова Тамара Михайловна. Тамара Михайловна, спасибо большое вам за такой вкусный рыбный пирог. Спасибо за интересную беседу. А я, Петр Цыпандин, Семен Тарбахов. На этом, друзья, мы с вами потихоньку прощаемся. Будьте здоровы и с наступающим или с наступившим, смотря как когда передача выйдет. И кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы.